В Ингушетии не существовало сословного строя. Общественные вопросы решал Мехкел, совет страны, в котором на постоянной основе заседали представители каждой фамилии. И равенство внутри страны строго охранялось тейпами. «Убей змею, пока она не выползла из логова, а будущего князя, пока не выполз из колыбели», — гласила пословица. Яркий пример такого взгляда на жизнь случился во второй половине XV века, в годы больших геополитических сдвигов на Кавказе, означавших новые военные конфликты. Перед лицом всеобщей угрозы народ решил избрать единого военачальника и устроил выборы из 3 кандидатов, лично заслуживших у людей безоговорочное уважение на поле боя. Йоулой Эжи Ах, основатель Ахки-юрта, представитель фамилии Баркинхой и Кокурхой Ферташоу. Обсуждение шло 3 дня, пока на съезд не явился Эги Ивсдараст, шокировав публику вьючной веревкой, повязанной на талии вместо мужского ремня. Это означало, что избрание сегодня единого лидера, пусть даже на время, завтра может обернуться полной властью его потомков над всеми. После чего эта идея была вновь предана забвению, а люди разошлись, проголосовав, как сказали бы сегодня, против всех.